Подвести итоги и идти дальше в условиях внешнеполитической ситуации и санкционного давления на Россию со стороны Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и других стран приходится на ходу менять планы по развитию экономики региона и принимать кардинальные решения незамедлительно. Повышение цен на социально значимые продукты, импортозамещение и бюджетные возможности сегодня обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства. Санкции не затронули основные социально-экономические показатели в регионе за январь-февраль 2022 года. Но строить прогнозы сложно, потому что ситуация меняется в режиме реального времени. Перенастройка каналов и направлений внешнеторговой деятельности в республике уже запущена. Геополитическая ситуация в России дает толчок к дальнейшему развитию импортозамещения. И по данным Приволжского таможенного управления в 2021 году у нас поступило, в частности, продовольственных товаров импортного производства, которые ввозят предприятия Чувашской республики, менее 1% от оборота розничной продовольственной торговли республики. То есть зависимости от импорта продовольствия у нас практически нет. При этом министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии добавил, предпосылок для дефицита продуктов нет. В республике создан отдельный оперштаб по поддержке устойчивости экономики в условиях санкционного давления. Специалисты ежедневно мониторят цены на социально значимые товары, выявляют факты необоснованного завышения. К таким участникам рынка будут применяться жесткие меры, отметил глава региона. Несмотря на сложившуюся ситуацию, необходимо продолжать реализацию национальных проектов. Ремонтировать школы, благоустраивать общественные пространства, строить дороги и жилье. Про освоение бюджетных средств сейчас будут говорить ежемесячно. Наибольший объем средств на отраслях социальной сферы. Минобразование сегодня по росписи 17,6 миллиардов рублей, Минтруд 12,3 миллиарда, Минздрав 11,9. По этим отраслям у нас достаточно неплохой процент освоения средств. Также значительный объем средств у нас предусмотрен по главным распорядителям: Минстрой 9,3 миллиарда, Минтранс 6 миллиардов и Минэк 3,8 миллиарда. Здесь процент освоения сегодня достаточно низкий, менее 5%, особенно обращает на себя внимание Минэк, Минстрой, где менее 2%. Обеспечить жильем детей-сирот – одна из первоочередных задач. Однако по закупкам работать торопятся не все. До 1 апреля должны были пройти торги на покупку 53 квартир в республике. Состоялись только по 19. В Ядринском районе не укладываются в сроки по контрактам. Нет ни одного желающего продать квартиру за эту цену. У нас 5 квартир федеральные. И на сегодняшний день мы сейчас ищем, но пока желающих нет. Сегодня 1,5 миллиона ниже никто не контрактируется. У вас есть понимание, как вы будете обеспечивать эту категорию жильем? Все подтвердили письмами. А сейчас вы о чем мне рассказываете? Мы деньги заложили в бюджете. Соответствующим образом, можно сказать, сейчас можем их потерять из-за вашего вот такого отношения. Мы отдали бы другому муниципальному образованию, где бы с этим справились. Уважаемые коллеги, когда вы деньги в бюджет просите, каждый из вас просите, каждый должен понимать, как вы эту статью будете реализовывать. Разобраться по каждому муниципальному образованию персонально. И в течение недели давайте мы поймем, где справляются, где не справляются. И очень жесткие меры по каждому муниципальному образованию за допущенные нарушения и недостижение показателей. Выделенные бюджетные деньги, когда они не работают, приходится замораживать, а они могли принести реальную пользу. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Юрий Марков, Республика.